Скоростной поезд «Ласточка» начнет курсировать по маршруту Назрань-Минеральные воды уже 7 сентября. Торжественный запуск состоится на железнодорожном вокзале Назрань в 9:30 утра. «Ласточка» обеспечит сообщение с городами Ставропольского края, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Поезд будет выезжать ежедневно в 4:20 утра. Время в пути будет составлять 2,5 часа, но в расписание маршрута с учетом мнения жителей в дальнейшем, возможно, будут внесены изменения. По указанию руководства республики, непосредственно главы республики Махмуда Алимага Шариповича, нашему министерству дано указание провести мониторинг настроения населения, пассажиров для определения более комфортного времени выхода на маршрут в данном направлении, что и будет в дальнейшем сделано. То есть 4 часа 20 минут утра – это предварительное время выхода. Обещают, что добираться будет комфортнее, чем на автомобильном транспорте. Поезд представляет собой пятивагонные «Ласточки» со специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Всего 350 пассажирских мест. Также вагоны поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Приобрести билеты можно будет на официальном сайте РЖД и во всех кассах дальнего следования. Их стоимость составит 760 рублей. Как мы знаем, что минеральные воды являются, скажем так, стартовой точкой в логистике на другие регионы нашей страны и стран постсоветского пространства. Мы знаем, что пассажирским автотранспортом фактически, по-моему, даже в 2 раза больше надо тратить времени, чтобы добраться до минеральных вод. Вы знаете, что несколько административных границ приходится пересекать, ну и так далее. Поэтому это, скажем так, основная точка комфорта. По пути исследования пассажирам будут предлагаться напитки, чай, кофе, там, соответственно, определенная кулинария. Особое внимание хочется уделить вопросам безопасности этого маршрута. Хочу обратиться к населению нашей республики с просьбой контролировать выпас скота, не позволять неконтрольный выпас скота на территориях, приникающих к маршруту. Также хотелось бы обратить внимание наших водителей на следование этого маршрута на железнодорожных переездах в темное время суток, а 4 часа 20 минут – это еще темное время. Хотелось бы настойчиво напомнить о правилах дорожной безопасности.